Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто хочет к вам проявиться, но боится. Давайте посмотрим, кто трусишка. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. Задайте вопрос от своего имени. Спросите приблизительно так. Кто хочет ко мне проявиться в своих чувствах, но по какой-то причине этого не делает, боится. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, отсыпочка у нас вышла. Давайте будем разбираться. На вопрос, кто хочет, ответ знакомый. Этого человека вы точно знаете, виделись, по имени знаете, общались, возможно, общались не раз. Человек симпатичный, но чрезвычайно какой-то закрытый и сдержанный. Не только с вами, но и в целом, в принципе, по жизни. Человек немножко так особнячком держится от всех остальных. Человеку больше, чем другим, нужно время на то, чтобы почувствовать себя более-менее комфортно, настроиться, решиться, определиться, подойти, признаться. Такой человек, немножечко туговатый в этом плане, но, опять же, неплохой, скромный. Это скромность. Чрезмерно скромный человек. С одной стороны, это неплохо, но и, опять же, ничего хорошего в этом нет. Человек много теряет возможностей, когда он так стесняется, когда он так смущается. Плюс надо отдать должное вашим внешним данным. Будь вы менее прекрасны, будь вы менее яркой, может быть, уже бы и подошел. Но так в вашем присутствии у него перехватывает дух, у него сердце в пятки уходит, и такое впечатление, что он вообще забывает, как говорить. То есть язык к небу прилип, и он такой, и все, и дальше ничего. Вы шикарно выглядите, а для него вы прям совсем самая шикарная, прекрасная. В вашем присутствии у человека под ложечкой сосет, и какое-то дикое волнение просто сверху на него ложится, и ничего с собой поделать он не может. Вы с этим человеком видитесь, не то чтобы регулярно, но с какой-то периодичностью. У кого-то отыграется регулярно, может быть, вы работаете вместе рядом, может быть, вы в одной компании с этим человеком, может быть, какие-то курсы вместе посещаете, либо где-то вы соприкасаетесь, по-любому соприкасаетесь. Он есть в вашей голове, он есть в ваших глазах. Подумайте, кто самый необщительный и скромный из всех тех людей, кого вы знаете. И безошибочно поймете, о ком я говорю. У этого мужчины нет обременений. То есть он не женат, у него нет подружки. То есть он сам по себе, он свободный мужчина. Работа его связана с компьютерами. Он то ли какой-то оператор, постоянно что-то печатает, то ли он программист, программирует. То есть он постоянно за компьютером сидит такой, искореженный, с круглой спиной, что-то печатает. А у этого парня очень серьезные интеллектуальные способности и очень крутые задатки. Его ждет прекрасное будущее, но ему нужен помощник, который бы его раскрыл. Грубо говоря, тот, кто бы ему волшебный пендаль отпустил и в нужном направлении, желательно. Не просто запустить, а в нужном направлении. И тогда все сложится, все получится. Человек семейно ориентированный, человек не ищет приключений на пятую точку.
И он не ищет развлечений, он не ищет вот это вот перепихонов всяких, да. Ему хочется семью, ему хочется стабильности, ему хочется теплого дома, вкусной еды, любимую женщину рядом, не только для интимной жизни, но и для того, чтобы с ней вот общаться, что-то проговаривать, советоваться. Не интимного он в большей степени ищет, а именно душевного, близкого, родного. Вот такого вот он ищет. Вот вы ему сразу понравились. Он какое-то время даже запрещал себе о вас думать, потому что себе сказал так: она шикарная, да, она не про тебя. Явно у этой женщины кто-то есть. Явно ты ей в подметке не годишься, да, явно она на тебя не обратит внимания. Но время шло, он, например, понимал, что вы, да, прекрасная, да, желанная, но у вас никого, например, нет. Либо вы с кем-то были, но в процессе, может быть, там расстались, да, перестали общаться. И он это видел как знак, что вот он знак с небес, что можно к ней подходить, либо нужно к ней подходить, ну, либо вы ни с кем, потому что его типа ждете, ну, в кавычках, конечно. Вот. Несколько раз он пытался с вами заговорить, и несколько раз он не смог. Просто вот банально физически не смог. Подумайте, кто ведет себя странно. Подумайте, вы знаете этого человека, он есть в вашей голове и в ваших глазах, вы его много раз видели, может быть, даже задавались вопросом, что это за странный парень, который постоянно молчит, который ни с кем не общается, либо когда к нему подходишь, он странно себя ведет и сразу убегает. Вот это именно он, именно он. Ох, девчонки, если бы у вас была возможность залезть к нему в голову, вы бы ахнули. Ну вот насколько у него нежные чувства в вашу сторону. Мне нравится, что нет пошлятины. Вот как по мне, это, наверное, самое главное. Да, страсти в отношениях нужны и важны. И многие отношения держатся исключительно на страсти. Но в данном конкретном случае мужчина именно романтик, поэт, и ему хочется настоящей любви. И эту любовь настоящую он видит именно с вами. Девочки, такой мужчина не только будет прекрасным мужем, но и самым лучшим отцом. То есть, если у вас есть ребенок, то прям вообще идеальный вариант. Ему будет хорошо и приятно не только с вами, но и с вашим ребенком. Ну, в общем, мои хорошие, парень что надо. И здесь не грех, ну, например, вам тоже проявить инициативу. Если сердце выдержит, да, сердечко выдержит, если он в обморок не упадет, то я думаю, что все получится. И он вам будет весьма благодарен, что вы сделали этот первый, но самый важный шаг. Да, почему-то он прям, ну, вот в крайности впадает. Он смотрит на вас, он любуется. И, правда, вы для него самая красивая на свете. Красивее никого не встречал. И не важно, сколько вам лет, не важно, в каком вы весе. Здесь такое впечатление, что он видит не столько внешнее, сколько ваше внутреннее, да, вашу внутреннюю красоту. Ну, в общем, очень необычно и очень романтично. Чрезмерная скромность парня этого портит. И я вам так скажу, с его-то головой, в его-то возрасте он бы мог быть прям где-то топ-менеджером как минимум, да? Но опять же скромность, и нет того, кто подтолкнет. Возможно, этот парень живет с кем-то из родителей, но либо, как бы это правильно сказать, да, с кем-то, просто с кем-то, да, может быть, вместе снимают. Может, с другом живет, может быть, с кем-то из родственников, там, брат, сестра. Он очень заботливый, и тот, с кем он живет, будь то родитель, будь то родственник, будь то друг, очень тоже добрый и мягкий человек. То есть, понимаете, вот такие вот добрячки собрались в одном месте и чахнут, вместо того, чтобы добиваться успеха Олимпа, ну и любимую женщину. Он о вас кому-то часто говорит. Вот говорит, она моя муза, она любовь всей моей жизни, она такая прекрасная, о боже мой. Да, и тот человек там слушает, говорит, о, как классно, ты влюбился, да. Ну, в таком плане. То есть такие разговоры, вот они проходят. С кем-то он говорит, с кем-то одним говорит. Да, к сожалению, тот, с кем он говорит, его не подталкивает к вам. То есть он не дает каких-то конкретных советов. То есть подойди, пригласи, разговорись, да, там, ближе познакомься. То есть нет таких советов. Они просто вздыхают, там сидят по вам, и все, как бы на этом все заканчивается. Так, еще.
кто-то из женщин в вашем окружении знает о его чувствах к вам, ну, либо догадывается. Но эта женщина не хочет, чтобы вы были вместе. То есть она могла бы помочь, она могла бы выйти как посредник, но она не хочет. Почему не хочет? Потому что считает, что вам и так самое лучшее по жизни достается. Скорее всего, эта женщина вам завидует. Ну, вот по-настоящему завидует. Думает, ах, еще такого хорошего, спокойного, не пьющего, зарабатывающего парня себе возьмет. Не-не-не-не. Вот не позволю, да, вот в таком ключе. Даже у кого-то отыграется, что эта женщина вас каким-то образом может против этого мужчины настраивать. То есть она может его высмеивать, что вот смотри, какой он там, да, молчаливый, сидит себе под нос, там что-то мурчит, ой, какой он смешной, он какой он там, ну, не такой, да, какими-то словами его может обзывать. Вот кто недавно от своей подруги слышал критику в сторону какого-то мужчины, вот это именно он, именно тот, кто в вас влюблен, именно тот, кто хочет быть с вами, но из-за скромности, грубо говоря, не может. Ну, либо пока еще не созрел, да, до кондиции не дошел. Но вы на него явно не смотрите, вы к нему спиной стоите. Он во все глаза вас рассматривает, а вы спиной. Может быть, о ком-то другом думаете, либо какими-то другими важными задачами, делами занимаетесь. Но на мужчину этого не смотрите, хотя его точно знаете. Дальше, мои хорошие. Тут еще одного мужчину показывают. Но с этим мужчиной, похоже, как точка. Точка была поставлена. Вот здесь точно, да, мужчина хотел бы проявиться, но уже не может, да, либо очень боится. Может быть, вы ему сказали, еще придешь, я тебе плохо сделаю, да, либо я полицию вызову, либо я еще что-нибудь сделаю. Но у кого-то прям бывший, да, страдает по вам. Смотрите, когда вы были вместе, вообще и не любил, и не ценил, и не уважал, и не ублажал, и вел себя, ну, просто непотребным образом. Как только вы расстались, тут мальчик спохватился, ну, мужчина спохватился, такой, о боже, как так, как я мог ее потерять, да, и что теперь мне делать? Ну, как, имеем, не ценим, да, потеряем, плачем. Вот в таком ключе. Раз расстались, значит, он вам и не нужен был. То есть уже как пройденный этап, поставлена точка. И, ну, грубо говоря, вам плевать на его желание, явно уже назад не пустите. Вы такая, вы строгая, но справедливая. То есть, да, все понятно, все уже сказано. Так, еще момент. Опять же, касается вот этого скромного парня. На ближайшее время я вижу, что ему дорога выходит. Он куда-то будет уезжать. Причем уезжать может как в командировку, либо в отпуск. Ну, куда-то он уедет, причем, ну, долго его не будет. И вот в разлуке его чувства к вам очень сильно окрепнут. Ну, либо до конца сформируются. Да? Возможно, по его возвращению вот как и конкретика пойдет, и действия пойдут, и подойдет он к вам. Например, на свидание позовет, ну, либо себя в каких-то степенях будет предлагать, там, как помощника, как компаньона, как добрую душу, да, которая может быть рядышком. Ну, как говорится, поживем, увидим, и вы сами поймете, да, поймете, кто он такой. Мои хорошие, для себя вы должны знать, что вы неотразимы, и что вот этот скромный парень, он не единственный, кто... ну, действительно имеет к вам интерес, кому вы очень сильно нравитесь. Есть и другие, но их здесь показали так очень поверхностно. Скорее всего, люди не свободные, либо, в принципе, отношения между вами невозможны. Это такие, знаете, тайные поклонники, которые навсегда останутся в разряде тайных, да, никогда не смогут себя обнаружить. Мечтают о вас, хотят вас, любят вас, но никогда и ни при каких условиях о чувствах своих не скажут и не подойдут. Ну, потому что нельзя, да, табу. То есть несвободные люди, глубоко семейные, может быть, еще что-то там у них не так. Ну, как бы есть такой момент. Здесь показывают много людей, прям смотрят, наблюдают и любуются. Со стороны любуются, издалека любуются. Иногда, возможно, вы ловите на себе взгляды, когда вы поворачиваете, человек прям, ну, видно, что врасплох застали. Часто такое в вашей жизни бывает, я это вижу. Ну, вот это и есть эти ваши тайные поклонники. Они были, они есть, и они еще будут.
А вот с этим парняшкой, даст Бог, может быть, что-то и сложится. Ну, по крайней мере, это чистая душа и очень хороший человек. Добрый, открытый, скромный, да, но тем не менее неплохой, очень даже неплохой. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.